Транскавказская автомагистраль, связывающая Россию с Южной Осетией, несколько дней оставалась закрытой. За 2 дня на одном из самых опасных участков пути за пунктом пропуска Бурон выпала месячная норма осадков. Высота снежного покрова порой превышала метр. Основной задачей в лавиноопасный период это в первую очередь является обеспечение безопасности участников дорожного движения. И благодаря тесно налаженному взаимодействию всех служб на протяжении многих лет у нас не допущено ни одного чрезвычайного происшествия или чрезвычайной ситуации. Обильный снегопад вызвал массовый сход лавин. Только за сутки на дорогу их сошло более 30. Еще 10 сотрудники противолавинной службы спустили принудительно. Эта лавина называется Гомхат, одна из самых опасных и непредсказуемых. Несколько дней назад она сошла самопроизвольно, полностью перекрыв участок Транскавказской автомагистрали. Объем этой лавины составил более 50 тысяч кубометров снега. Она сама по себе миллионник и представляет очень большую опасность для проезжей части. Потом есть выше автобусная лавина, тоже самосходом сошла. И вот буквально вчера в районе Зарамага перед туннелем тоже самосход лавины сошел. Расчищали трассу дорожники в сложных погодных условиях. Пришлось ждать прекращения снегопада. 2 дня назад по магистрали могли передвигаться только легковые машины, а уже вчера трассу открыли официально. Лавины очень сильно мешали на дороге, заторы постоянные создаются, препятствия движению. Но сейчас все, слава богу, нормально. Спасибо дорожным службам, МЧС за то, что тоже занимаются этими мероприятиями. Но коварные лавины могут сойти в любой момент. Особую опасность они представляют, когда столбик термометра поднимается выше нулевой отметки и снег начинает обильно таять. Всего на участке трассы от поселка Бурон до северного портала Рохского тоннеля более 200 лавинных очагов. Сейчас движение по Транскаму открыто, но по прогнозам синоптиков, обильный снегопад может начаться в любой момент. Тогда Транскавказская автомагистраль будет закрыта до особого распоряжения. Дэвид Мамедов, Георгий Джикаев, агентство Ринформ, Осетия ТВ.